Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск». Сегодня у микрофона редактор Мария Ким. Со мной мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Сказки – это не просто развлекательные истории, они обладают уникальной способностью передавать важные идеи и ценности. На протяжении веков они служили средством обучения, формируя у детей и взрослых представления о добре, зле, о дружбе, предательстве, любви и преданности. В последние десятилетия, когда вопросы экологии становятся все более актуальными, сказки могут сыграть значительную роль в воспитании экологической сознательности. Защита экологии через сказки – это мощный инструмент, который может вдохновить новое поколение на заботу о нашей планете. У нас в гостях Данилова Дарбасова Анастасия Васильевна, автор серии экологического фэнтези «Розовая чайка». Здравствуйте. Туяна Андреева Шагдарон, вице-президент Общественного фонда поддержки социально-культурных инициатив «Арктик Леди», ментор личного бренда, топ-мастер алхимической бизнес-игры «Личный бренд Активация». Добрый день. Здравствуйте. И Анна Федорова, заведующая детским садом 88, Академия детства, председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Добрый день. Добрый день, Анна. Конечно же, в первую очередь я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам на программу. И у меня первый вопрос к Анастасии. О ваших сказках. Что вдохновило вас на создание вот этого вот мира «Розовая чайка» для экологической защиты нашей планеты? Ну, я недавно смотрела свои записи и увидела, что в 2007 году я решила найти какую-то отдушину. Как раз мой отец болел онкологией, но он был полон идей, каких-то что-то хотел поменять в мире. Я написала об этом в посте и случайно вот увидела. Я искала что-то такое, чтобы отзывалось во мне, и как-то влиять на мир, как бы громко это ни звучало. И в 2018 году ко мне позвонила Туяна Андреева Шагдарон, президент Arctic Lady, и предложила идею создания экологических сказок. И я очень быстро, сразу же почему-то, я обычно человек сомневающийся. Ну, с 2007-го-то эта идея... 17-го. 17-го. Ага. И в 18-м или в 19-м позвонила. Ага. В 19-м позвонила, и я сразу же решилась на эту идею. Но когда я думаю, сейчас приду домой, открою ноутбук и начну писать. Сидела неделю, месяц, так уже прошло достаточно времени, и ничего мне не приходило. У меня было такое напряжение, и просто мне было очень стыдно за то, что я имела наглость так смело заявиться, да, я буду писать. Ага. Но я всю жизнь писала, но не до такой же степени, да, как говорится, да, потому что это совершенно другой жанр, да, и для меня это было как-то... Потом я подумала, надо ждать знаки Вселенной. Вот. Надо ждать какой-то сигнал. И как раз я только сказала это, и мне позвонила жена моего дяди, Елена Афанасьевна, жена Пантелеймона Романовича Дарбасова. И она предложила его книги мне. Она сказала, я специально для тебя отложила. Вот он писал детские книги, он первым получил премию, один из первых получил очень почетную премию Ама Ачигая в области детской литературы. И все, я такая подумала, как так именно для меня, да, от дяди, ага. И все, я даже книги не получила, и у меня уже, как говорится, пошло. И вот когда я уже писала, где-то это уже было, в 2018 году я писала, и вдруг резко такая вспомнила, как в прошлом году буквально мне Джидора подарила ручку очень красивую, с таким красивым алмазом, типа бриллианта, да, и сказала «Суруяр бол». Я
тогда еще подумала, я и так всю жизнь пишу, я работала в информационных агентствах, в газетах, да, я работала в пресс-службах, ну, всю жизнь этим как бы занимаюсь практически. И подумала, ну да, я этим занимаюсь, да. Оказывается, она благословила именно на другой, как бы уже уровень, другой какой-то этап, за что я очень благодарна. И в этом году, то есть в прошлом году, она мне подарила, опять же, розовую чашку. Вот все вокруг розового цвета. Да, она подарила вообще-то через мужа. Да, вот очень красивую якутскую такую чашку. И вот как раз в этом году, наконец-то, у нас в книжке выходили, благодаря Министерству экологии, благодаря Алроса, конечно, Союза женских организаций, которые поддерживают. В этом году еще вышла благодаря Водоканалу и моей подружке, которая настолько прониклась темой экологии, что дала мне 50 тысяч, да, ну просто, да, оказывается, все равно можно хотя бы делать вот такое, чтобы проводить экоуроки, давать вот эти книги. Тоже вклад. Да, огромный большой вклад. И вот как будто бы эта чашка, да, ну это и эта ручка как будто открыли чуть-чуть, как будто двери. Ну, самое, опять же, главное, Да. вопрос-то к Туяне, да? Туяна а молодец. как вам такая идея пришла предложить Анастасии такой масштабный проект? Да, это было тогда все бывает не случайно. Это было в 2014 году. В рамках проекта «Женский лик активизма» мы придумали реализацию этого проекта. И у нас... Я тогда была исполнительным директором Якутская Арктика, и у нас с Владимиром Михайловичем Членовым был проект «Молодые лидеры Арктики». Классный проект, который объединял более 13 районов молодых лидеров и так далее. И тема экологии, конечно, для Арктики, она всегда была очень актуальна. И ребята придумали видеоклип. Надина Эльпис спела песню «Арктика Forever», сняли этот видеоклип. Проект реализовался, музыка пошла, а идея осталась. А ребята как раз сами придумали, что там будет и розовая чайка, да, представительница Арктики, и медвежонок, и олененок, и совенок. Я думала, а куда дальше реализовать этот проект? И в то время я как раз работала уже в Министерстве природы. Вы вместе коллеги. Мы были коллегами в одном отделе. Я когда подумала, если реализовать этот проект, кто может написать эту сказку? Конечно, лучше через сказку, да, потому что через детей, экология души, эти понятия. Я недолго думала, сразу вспомнила Настю. И позвонила ей, говорю: Настя, приходи, у нас есть такой классный проект, мы хотели бы предложить тебе написать эту идею, эту сказку. Настя всегда говорит «да», согласилась, очень быстро, оперативно пришла, мы как раз встретились с сценарной группой, рассказали, какие герои, какие у них характеры, что они делают и так далее, и все, то есть заложили в нее зерно, дали как спецзаказ называется, и запустили ее творческое. И так получилось, что уже у нас, получается, первая сказка пошла, потом вторая родилась, третья. Я знаю, что сейчас вынашивается очередная наша сказка. Четвертая уже есть? Да. Пятая вынашивается, и шестая легенда. Да, я очень рада, что как раз в наше окружение попала Анастасия Дорбасова. Все случайным бывает не случайным. Вокруг, и даже когда в реализации нашего проекта, вокруг всегда появляются определенные люди, которые способствуют реализации этого проекта. Первой открыли вы дорогу, Анастасия, а потом уже и ваш дядя, Эдди и Дора, и все ваши уже вот прекрасная команда. К Анне у меня, Афанасьевне, вопрос по, опять же, вашей, когда пересеклись линии вашей жизни? В нашем детском саду проект «Экосад», он работает уже более 8 лет. И суть этого проекта в том, чтобы через бережное отношение к природе воспитывается духовность, потому что это неотделимые части. И один из ученых из Якутии, наверное, слышали его имя, Иган Максимов, тоже говорил об этом, о экодуховности. И наш проект очень такой разноплановый, и мы очень тесно сотрудничаем с Анастасией Дорбасовой, и через ее сказки реализуем вот это вот экологическое направление. Но здесь я хочу отметить, что экологическое направление, оно включено в федеральную образовательную программу, и я знаю, что все детские сады замечательно реализуют это направление, и сады города Якутска, и передаю привет
всем сельским детским садам, долгое время работала в МГИ и знаю, что замечательно маленькие сельские сады реализуют вот это экологическое направление. И поэтому наша особенность вот нашего проекта в том, что мы работаем по сказкам, вот как раз Анастасии в том числе. Открылся экоцентр. Да, в прошлом году мы открыли экоцентр, как уже такой результат нашей работы. Он так и называется, «Розовая чайка и ее друзья». И наши ребятишки, они участвуют в научно-практических конференциях. Мы поставили тоже ряд спектаклей по «Розовой чайке». И сейчас у нас готовится новый спектакль. Дети ставят сами спектакль по сказкам Анастасии. Да? И наши педагоги разработали ряд методических игр тоже по мотивам сказок. «Розовая чайка». То есть работа ведется очень большая, и какие-то посадки. И у нас вот яблоневый сад тоже есть в нашем детском саду. Это 5 лет назад наши выпускники, они посадили яблони. И вот здесь я тоже сравниваю то, что результат вот мы увидели через ряд лет, да, яблони зацвели, они же не сразу цветут. И точно я так же... Я просто сижу и удивляюсь, яблони вы посадили? Да, яблони, и в прошлом году мы еще посадили яблони. То есть это тоже все в рамках нашего проекта. Дети сами садят, и вот те выпускники, которые 5 лет посадили, они сейчас видят, что яблони цветут, и, конечно, радуются. И поэтому вот этот проект по экологии, он очень долгосрочный, очень перспективный, потому что, конечно, результат, может, мы вот так сразу не увидим, но то, что наши детишки, да, занимаются этим и уже знают об экологии, и, конечно, вот сказки Насти очень большое подспорье в этом плане. И даже вот, например, какие-то в прошлом году у нас был юбилей детского сада, и подарки у нас были тоже такие экологичные, да. Вот, например, такая сумка, которую сшили наши сами сотрудники, и дети с педагогами, сами детишки тоже украсили. Это был такая вот эко-сумка. Такие ручки. Да, я хочу ее подарить прекрасной Марии. Спасибо, спасибо большое. Так приятно вы. Ага, спасибо. Ну, а в садик, как раз в этом садике у Анны ходила моя младшенькая Настенька. И я вот этой сказкой экологической пришла к Ане и говорю, вот такая у нас есть сказка и так далее. И вот оттуда уже пошло-поехало. А еще мы все объединены Союзом женских организаций. Помимо еще. Да, нас объединила Анжелика Егорова. Андреева. Огромный привет мы ей передаем. Да, большой привет, конечно. Хотела бы, вот почему я все время, когда еще вот я знала вас не так, как сейчас я вас знаю, я думала, почему именно «Розовая чайка». И вот сейчас Туяна все просто взяла и по полкам раскидала. «Розовая чайка», и она таки осталась, вот «Розовая чайка», главная героиня, через которую проходят вот эти вот все экологии. Давайте поговорим вот о первой вашей сказке. Вот как она родилась, в течение какого срока. И там же у вас есть, я знаю, мы с Анастасией до начала нашей, до этой передачи поговорили о том, что спектакль был поставлен по первой, и там вот девочка есть у вас, которая «Розовая чайка», самая первая, но уже подросла, сколько лет прошло, да? Да, это было в 2020 году. Девочку зовут Сандара Андреева. Все тут Андреевы, да? Ага. Она сама нас нашла на первой презентации, очень вдохновилась, сказала своему воспитателю, вот эта девочка с мамой, и они поставили спектакль. Я, по-моему, вот этот ролик давала тоже. Они уже поставили 2 спектакля. Вот этот костюм маленькой девочки, да, они мне подарили, потому что как-то не захотелось, чтобы он просто пылился. И вот ровно год назад, в январе, мы съездили с этим костюмом на ВДНХ, на Дни экологии Якутии в Москве. И я подумала, надо найти макет или что-то, кого-то, что-то куда-то повесить.
девочку как будто мы не нашли из наших земляков, да, все было сжатые сроки, это благодарна Министерству экологии, что они меня тоже с собой взяли. И случайно вот кто-то нашел девочку, по-моему, Альбина, которая работает, малышку, по-моему, из Башкирии, Машеньку. И она как стойкая, маленькая птичка с севера, она прямо... Для нас это было очень тяжело, да, она одела костюм, вот, да, оказывается, тут все видно. Ага. И вот она очень долго ждала, очень много вот ходила с нами. Я подумала, есть что-то такое, розовая чайка, чем больше я вот работаю по этой сказке, розовая чайка выбирает сама. Вот, и люди как бы подходят те, которые соответствуют вот посылу, какая-то есть миссия у них тоже внутри, какое-то предназначение, какое-то желание изменить мир, и чтобы было больше света, чистоты, чтобы оставить белый след на земле, чтобы думать о будущих поколениях. Как бы эти сказки, вот первая сказка, да, как раз она называется «Жизнь через 30 лет», и тут вот это сказка о прошлом, о настоящем и о будущем. Что будет, если мы ничего не поменяем? Вот. Ну, это основное. То есть не поменяем в своем поведении, опять же, да, по своему отношению к окружающему миру. Да. И вот сколько вы ее писали? Ну, где-то каждую сказку, наверное, я пишу год. Год, потому что я же и работаю, и много у меня движухи. Так скажем. Поэтому, если сидеть прямо просто, да, можно написать, наверное, короче. Но с одной стороны, как бы оно потоками идет, как волна. Какое-то время оно затихает. Ты вроде сидишь упорно, там пытаешься писать, ничего не получается. А потом как зайдет, как раз когда очень занято, в остановку, да, когда очень занято, когда какие-то конференции, какие-то очень важные дела, тебе нужно заниматься тем, а приходит вот это, и оно, например, не дает спать, оно как бы сучится через все. Ты даже открываешь просто книгу, и тут прямо вот эти слова. Ну, все как будто ты входишь в этот поток. И любое слово, как будто оно дальше, как вязание, да, вот оно продолжает вот эту сказку. Как будто возьми и пиши. Вот. И вот также в ваших сказках есть место и нашей культуре. Да, дух Баянай. Главное, да. Это вот дух Баянай, где он описан? Он во всех частях ваших сказок да, есть? Да, практически во всех частях есть дух местности, дух воды, да. Все, чему мы поклоняемся. Да. Ну, я считаю, что в сказках это весь код, ну и вообще, да, весь код народа, культурный да, код, культурный код народа. Дети раньше развивались через сказки, подражали героям. И почему бы вот сейчас, чтобы у нас не было таких героев, да? Поэтому нужно, чтобы что-то не только смотрели YouTube, TikTok, да, чтобы что-то было более такое, что их направляло. Например, мы не заставляли их постоянно надо убираться, вытаскивать их на субботники, ругаться, да, что когда они прочитают эту сказку, то они понимают, что все зависит от нас самих. Если мы не будем сейчас заниматься раздельным сбором, ходить с экосумками, ходить с шейкерами для воды, простые действия, оказывается, да, делать субботники, сажать деревья, подкармливать птиц и многое чего другое, то мы можем изменить все. Потому что мы не должны развиваться. Самое главное, вот наши предки Сагалар всегда знали, что нельзя развиваться, например, воруя своих будущих внуков, детей, правнуков, право на чистую окружающую среду, право на чистую воду, право на чистый воздух, право на здоровье. Потому что вот современная у нас сейчас культура, да, очень много хаоса. Все-таки наше внутреннее состояние, оно отражается, конечно, в этом. Мы должны внутри как-то собраться, что ли, вспомнить, ну вот свои истоки, да, вот дети природы, да, что как наши Сагалар всегда относились, наши предки, к природе как к божественному началу, и тогда
и понимать, что мы не только мы часть планеты Земля, мы часть природы. И да. Ага, мы продолжим нашу беседу буквально через несколько Хорошо. минут. Сейчас у нас реклама. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу о прекрасной экологической фэнтези «Розовая чайка». Разговариваем в этой прекрасной студии с автором, с Анастасией Дарбасовой, с ее единомышленниками Анной Федоровой, Туяной. Вот просто очень понравилось ваше имя, Туяной Андреевой. И 24 января у вас состоится презентация новой книги. Расскажите нам, пожалуйста, про нее. Я очень благодарна книжному издательству «Аяр». Мы вот первый раз вышли, как говорится, в красивые очень обложки, да, и тут вошли все 3 книги. Если 2 первые были 2 раза изданы, то 3-я книга тут абсолютно новая, «Зеленое золото земли». И тут главным инструментом, как вы видите, является хомус. Поэтому как-то так получилось, и я думаю, это очень хорошо, что презентация будет в музее хомуса в пятницу 24-го в 3 часа уже начнется автограф-сессия, и с 4 мы начнем. Все желающие могут прийти, приобрести эту книгу прекрасную. Да. Я так понимаю, это все переведено уже на якутский язык, уже все ваши книги. Да, и я самое главное хотела сказать, что благодаря талантливым людям, как талантливая журналист Анисия Ивлева, Валерий Луковцев, писатель и переводчик, а также зам директора книжного издательства «Аяр», он сам перевел. Вот, я очень рада, что эта книжка теперь прозвучит еще и на якутском. Но она еще и переведена на английском языке есть, и мы еще мечтаем перевести ее на китайский язык. Вот, да. Надо обязательно так сделать, потому что, мне кажется, уже... Об этой сказке должен знать весь мир. Да. Ага. И я так понимаю, что это же не первый, как бы, скажем, практика-то выходить за рубеж, что у вас уже есть в Белоруссии, вы... Вот и поближе к микрофону, мои дорогие красивые гости. Спектакль поставили вы там в Беларуси по вашей... в Беларуси, когда я сидела, вот мы сидели же на пандемии, Белоруссия тоже ко мне постучалась через, тогда еще работала это Инстаграм, и сказали, что мы ведем экопросвещение по вашим сказкам. Это библиотечная система, Белоруссии. И они меня несколько раз приглашали, и они очень сетовали, что у них нету книги в бумажном варианте. Я вот все книги, они есть в Национальной библиотеке. Национальная библиотека первые 2 оцифровала, потом сделала электронную книгу, и потом сделала 7 аудиокниг на якутском, русском и английском языках. На прошлой неделе, вот благодаря Александру Пахомову, члену переводчиков России, у него еще прекрасный голос, он сам захотел, ему так понравилось переводить, он очень хорошо перевел, что он решил ее озвучить сам. Да, первую часть. Вот люди просто к вам потоком идут. Да, из Беларуси вам постучали. А потом, когда уже Инстаграм был закрыт... Это вот мета, я хотела уже... Социальные сети. ВКонтакте мне постучались, я в тот день как раз хотела закрыть эту страницу, подумала, что-то тут не мой, какой-то другие люди как будто бы, да? Если там мне постоянно стучались экопросветители, просили провести сказки, и вот как раз в пандемии мы очень много проводила, вот буквально каждую неделю, там были эко-уроки на 350 человек онлайн. В Покровском, онлайн, вот, встречалась как бы с единомышленниками, то ВКонтакте такого нету. И я подумала, выйду. И как раз стучится женщина с Таллина. И она говорит, что мы хотим узнать, есть ли у вас еще сказки. Я говорю, какие, в смысле? Она говорит, мы поставили первую сказку по вашей и хотим вообще продолжить экопросвещение по другим книгам. Поставили спектакль и хотим уже второй. А также они вообще
очень плотно занялись экопросвещением. Северная сказка очень отозвалась, я не знаю, вот в этих детях, про да, Якутию узнали в да, Беларуси, они, так через оказывается, сказки, да, дети. заведующая так прониклась, что она сама шила костюмы и сделала такую огромную птицу с большим огромным носом. Ну, в их Розовые представлении, чайки, да, да. розовые чайки, наверное, покрупнее. И они говорят, мы настолько прониклись вообще культурой Якутии, вообще Якутии, что мы прямо каждый день смотрели слайды, как выглядит, какая у нас природа, какая у нас погода, какие у нас животные живут, какие у нас музыкальные инструменты, во что мы одеваемся, национальные инструменты. И вот что в этом году уже, как бы, можно сказать, делегация из Якутии, Мария Палсон Шишигина, она съездила туда вместе с одной активной женщиной, которая живет в Беларуси, Валентина Эверстова, или как-то зовут, и они там тоже с ними встретились. Но, оказывается, эти дети уже закончили школу, поэтому они встретились уже с другими, и воспитательница-то ушла на пенсию. Но они встретились, и самое удивительное, они сказали, что тогда у нас был год чайки, да, а в этот раз год музыки. И они познакомились с нашими хамусами, воочию увидели игры и так далее. А еще они очень рады и очень благодарны нам, да, якутскому народу, как они сказали, да, за то, что благодаря экологической сказке они выиграли зеленое знамя Эстонии как самое лучшее экопросветительское учреждение. Вот и в Эстонии о вас узнали. И в Грузии. Да. В Грузии тоже ведется. Вот. Да, ну там получается наша землячка Наталья Шишигина, и вообще вот с Шишигиным очень близка тема хамуса, потому что тут самый волшебный инструмент хамус же. И вот она тоже ведет, молодец. Делала дни Якутии в этой школе, каждый раз проводит. Дети там очень хорошо рассказывают, очень понимают, очень, очень приятно, конечно. И я еще забыла сказать, да, все-таки скажу, да, что я даже забыла об этом и буквально вчера вспомнила, что книга, которую издала Национальная библиотека еще до этого, да, в электронном формате, стала книгой года дальневосточной выставки «Печатный двор». Поздравляю, Да. это вообще очень большой Да, вклад было к Дальнему очень много Востоку, книг, наша да. книга. И там были благодарственное письмо от Николая Дроздова. Да. Как раз Первый первое он, экологическое Вот, телевидение. главный да, он страны. первый почему-то заметил, все-таки, мне кажется, он уже настроен на эту волну, и пришло вот благодарственное на имя мэра, да, тогда. Айсен Сергеевич. Айсена Сергеевич. Ага. Ну, тогда. И я хочу сказать, что это, не просто как бы книги, да, не то чтобы я себя хвалю, но оно прежде всего задумывалось вот Союзом женских организаций как экологический проект, с помощью которого можно было проводить экоуроки. Вот экоуроки ведутся у нас в республике благодаря вот женщинам-активистам, да, благодаря и библиотекарям, инспекторам охраны природы. Поэтому и он состоит из 3 этапов. Первое — это знакомство, хотя бы если слушают дети, да, читают, разный формат. Второе — это переживают эту сказку творчески, ставят спектакли. Вот самый первый был теневой спектакль. Я даже не знала на первой презентации, которая была у нас «Россия. Моя история». В 19-м. Да, в 20-м, в начале 20-го года. 20-м году. Да. Тоже там участвовали. дети-сироты, которые находятся на Сергелясском шоссе, 8-го вида, без PHD, они поставили теневой спектакль. Я подумала, действительно, этот проект работает как мы хотели. Вот тогда я подумала, да, это работает. И третье — это дела розовой чайки. Уже практическое применение. Да. Во втором там еще и рисунки, пластилин, кто как видит, да, кто-то делает сумки. Например, дети-инвалиды вот очень подтянулись, да, это тренировочная квартира. И многие. Я сама, как эколог-общественник, хожу по школам, детским садам, интернатам, детдомам, да, и вот рассказываю
провожу эко-уроки. Предварительно знакомятся педагоги со сказкой, а потом я уже отвечаю на вопросы и рассказываю вообще об экологии, что нет ничего ненужного, как все связано невидимыми ниточками у нас на Земле. Мы думаем, что человек — это что-то обособленное, и что-то самое страшное может произойти, если там будет извержение вулкана, да, и нас ждет там апокалипсис или что-то, да, на самом деле это не так, да, или на нас нападут инопланетяне, да, или что-то там, да, ну что-то случится какое-то. На самом деле самую опасность человечеству, да, сам человек, да, мы просто можем настолько загрязнить природу, природа уже и так задыхается, и природа, она вообще всегда нас учит любви, она разговаривает с нами языком любви, дарит энергию, да, дарит силы. Но когда человек это не слышит, она уже дает, конечно, апокалипсис, какие-то извержения, там что-то, наводнения. Отвечает на наше отношение к ней. Да, ураганы могут произойти. Поэтому нам нужно очень вот эту грань, как мы живем в срединном мире, и мы должны, самое главное, быть в балансе. Я думаю, поколение розовой чайки, оно очень бережно будет. Ну, и мы стараемся, да, там, в любом случае даже... Более сознательные отношения. И вообще природа — это как творение более высшего разума получается, да, потому что она намного мудрее нас. И контакт с природой, он всегда для людей такой имеет восстанавливающий эффект. И как раз все фильмы, Хаяо Мидзияги, допустим, тот же фильм «Аватар 1», «Аватар 2», это же все об этом, о том, чтобы человек мог восстановиться через природу. Я прочитала недавно тоже, я говорю, литература очень помогает, да. Николая Лугинова перечитала, может, помните его рассказы, это «Кустук», баллада о Черном вороне, тоже такие вопросы поднимает там о взаимосвязи с природой, если мы утратим эту связь, насколько трагичны потом последствия. И поэтому здорово, что у нас есть сказка розовая о розовой чайке, которая понятна детям, да, нашим дошколятам. Я поэтому всех призываю, может, не так, может, если обширно, как мы работаем, но читать эти сказки обязательно детям, потому что все те герои им очень понятны и очень близки, и через такое простое, конечно, такие глубинные вопросы поднимаются. Это очень важно и очень здорово. И сразу же встреча. Где можно приобрести ваши книги? Их можно приобрести в магазинах Аяр, а также в филиалах Улуса, если есть этот магазин, а также на сайте Аяр. У них есть свой сайт, где можно просто заказать книги. У нас буквально до конца нашей передачи осталось несколько минут. Почему розовая чайка? Но розовая чайка — это просто не просто красивый эндемичный вид, занесенный в Красную книгу России. Это символ Родины. Это единственная птица, которая летит с похолоданием не на юг, а на север, к берегам Северного Ледовитого океана, откуда она родом. Плюс, оказывается, она всегда была символом исполнения желаний, потому что первопроходцы, которые осваивали север, они, очень тяжело, конечно, было, да, там кораблекрушение, там были бури и так далее. Но если они увидят розовую чайку, то хороший знак. Да, желание, самое главное желание обязательно сбудется. Но я вижу тоже, вы принесли такие прекрасные, да, вас окружает практически розовая чайка как символ, да, уже и в вашей жизни. Да. Как я только занялась розовой чайкой, я поняла, что, если есть какое-то желание, которое выходит из глубины души, оно обязательно притянет единомышленников, обязательно привлечет людей, подходящих, болеющих за природу. Болеющие за природу. Да. Даже в цветовой гамме так красиво. Сегодня подошли к нам на программу, да. И очень много, оказывается,
очень много природы, она с нами разговаривает знаками, символами, мы просто их не замечаем. А вот когда начнешь погружаться в творчество, ты уже понимаешь, ну как если журналист, ты наблюдаешь людей и так далее, то когда ты уже пишешь, ты уже наблюдаешь за более глубинными такими, ну не то что, да, как сказать-то, на букву П. Ага, забыла, ага. Более обширно уже, да, начинаешь думать, даже понимать. как будто ты разговариваешь со Вселенной, как будто ты ведешь беседу, как будто ты просишь, и она тебе говорит, как будто ты смотришь, и оно тебе отвечает. Ну, вот, типа, что-то даже такое. просишь же, когда, да, ходишь на природе, там, пожалуйста, подай знак, там, или еще что-то, посвети солнышком. Она светит. Я знаю, что Маша очень часто, Мария, на природе. Я очень часто бываю на природе, она мама постоянно мне говорит там, надо разговаривать по-якутски с ней. поклоняйся. Надо Я разговаривать. стараюсь. Да. Но лучик солнца, да, дарит. Да. И благоволит всегда. Вот так прям. Я прошу там, опять же, да, вот то, это, то, и приходит, дай Бог, так пусть. Ему ту розовую чайку я, наверное, да, перечитаю полностью все 3 части и озвучим, опять же, с нашим проектом, да, с нашей командой НВК Саха, вот эти вот аудиосказки, которые мы читаем. Еще есть легенда «Тайна священного озера». Это ваша? Да, это уже 14+. У меня вот получается первая сказка, она для более младших, 6, там это так, даже можно меньше, да, то сказка, когда я писала, она росла вместе с моими детьми. И сейчас вот моему младшему ребенку 15, и вот как раз это последнюю, которую я написала, вот как раз тут стоит такая вот тоже судьбоносная куколка, которую мне подарили. Я очень удивилась, но оказывается, как раз я начала писать про удаганку. Там же я нашла своего художника. В этой же школе Туяру. Нет. Туяру. Стручкову. Бывает, я тоже у меня на имена и я помню именно. И все символично, опять же, да, получилось, что и люди пришли, и все, и куклу вам такую символично подарили. Еще я все-таки считаю, что у нас главная героиня девочка, да, розовая чайка тоже девочка. Мы вот в Союзе женщин, да, объединились. То, что испокон веков женщина всегда выступала посредником между природой и социумом. Она всегда просила, она была таким проводником. И поэтому, я думаю, не случайно вот главные герои и вот мы, люди, которые вот это ведут в мир, да, мы женщины. Природа. Да, потому что женщина близка к природе, поэтому она и рожает. И говорят, что женщина может родить хотя бы одного ребенка и один проект. И вот на такой прекрасной ноте разрешите завершить нашу программу. Спасибо вам большое и до новых встреч.